Мы с вами рассматриваем кейс, где бывший чиновник 30 лет тому назад каким-то образом приватизировал земельные участки, на котором живут 34, да, уже 34 семейства здесь живут. Причем они живут очень давно, около 100-200 лет, но они не знали, что 30 лет тому назад кто-то втихаря приватизировал их земельные участки. И недавно, 3 года тому назад, их всех этот предприниматель, бывший чиновник, который стал впоследствии предпринимателем, он стал в суд подавать с целью отъема этого земельного участка в свою частную собственность. И поэтому мы уже 3 года мыкаемся, ходим по судам для того, чтобы сохранить за ними их собственность. Вот я хотела у жителей Махали узнать, вообще, как вы восприняли эту новость, если ваши предки жили здесь более 250 лет? Да, наши свекры и свекры жили уже здесь где-то 100 лет назад. Вот, они умерли, потом остались мы. И как я сюда приехала, было уже после 60 лет назад я сюда с невестой пришла. У меня 5 детей. У нас никакой... Я работала, конечно, я работала, вышла на пенсию. А от пенсии, что я могу делать? Я другой дом не могла строить. В прошлом году этот чиновник, так сказать, Ширдак, говорит: давай, это наша земля, это мой дом, давай, ты возьми свои одежды, свои вещи и уходи, а дом останется за мной. Мы куда пойдем? У нас средств не хватает. Куда мы пойдем? Если нас выгонят, просто мы на улице останемся.